Ассаламу алейкум, братья и сестры. Хотел прокомментировать ситуацию вокруг моего высказывания по поводу изнасилования черенком от лопаты Джамбетова Хусейна. Да, я это говорил, не отрицаю. Этот обряд посвящения он прошел достойно. Поэтому мы его приняли в нашу команду, иншаллах. Он наш брат теперь достойный. И он будет верой, с правдой служить нашей команде до конца своих дней. Почему этот обряд они должны пройти? Потому что многие, кто представляет Ичкерию, которые топят за Ичкерию и которые не болеют душой за эту бывшую республику, и также имратчики, которые топят за Имрат Кавказ, да, они являются лицемером многие, понимаете? Они имеют двойные стандарты, они хотят усидеть на двух стульях. Поэтому мы должны их проверить на верность. Поэтому я и сказал, что этот обряд они должны пройти. Это не относится к простым гражданам, да. Они могут возвращаться домой, иншаллах, жить, работать. Рамзан давно дал им гарантию, иншаллах. И то, что Хусейн говорил, что люди могут возвращаться под гарантией, это не новость, понимаете? Нам не нужно Хусейна мнение насчет этого. Я это давно уже говорил, год назад даже. И ревизору нам тоже не нужен Чечня, понимаете? Мы сами знаем, как наш народ живет, и как Рамзан достойно возглавляет республику уже 20 лет. Поэтому нам не нужны ревизоры никакие. А так, да, пускай возвращаются, живут, не проблема, это наш народ. Мы никого не разделяем, понимаете? Вот это мое личное мнение, понимаете, братья? Потому что наш путь является очень сложным путем, понимаете? Очень много предателей, многие хотят войти в доверие, потом передать информацию имратчикам и другим. Мы этого избегаем, и поэтому мы проверяем этих людей. И мы должны их проверять. Поэтому тот, кто вошел в нашу команду и потом имеет двойные стандарты, да, он очень пожалеет, клянусь Аллахом. Его ждет очень большое наказание, суровое будет наказание, иншаллах. Также хочу обратиться к Анзору Масаду. Анзор, в память о твоем отце, если ты хочешь вернуться под гарантию домой, иншаллах, тебя не будет ждать черенок от лопаты, тебя ждет спичка, понимаешь? Вот это легкое наказание будет для тебя, благодаря твоему отцу и его фамилии, которую ты носишь. Также это относится к Абу Наджасу, Абу Хамзе. Из-за его брата Токи Умарова, ему мы ставим свечку, если он надумает вернуться в Чечню, понимаете, как наказание за его прошлые грехи. Тогда он будет нашим братом тоже, если раскается. Потому что без этого никак, понимаете, невозможно, друзья дорогие. Потому что очень много лицемерия. Валлахи, наш путь к Рамзану Кадыру, который отец открыл, это путь очень чистый, понимаете, он достойный путь. Просто люди не понимают этого пути. Понимаете? Поэтому этот путь многие ненавидят. И мы вынуждены сортировать людей, понимаете? Потому что мы ненавидим предателей. Поэтому я не хотел обидеть простых наших чеченцев, братьев. Это относилось к высшим эшелонам власти. И иншаллах, это будем мы на деле практиковать на этих людях, которые имеют такой статус, как Хусейн Джабетов, или Джабулат Сулейманов, там, не знаю, или Анзор Масхадов, или Абу Наджас, там. Ну, такие люди почувствуют черенок от лопаты, или спичку, или свечку. Всем ассаламу алейкум, Ахмад Сила.